И снова здравствуйте, дорогие друзья, дорогие спасатели. История Скифа знакома многим. Эти жуткие кадры, как более сильные и более злые сородичи, рвут скромного и доброго мальчишку. Такие случаи в ППЖ происходят постоянно. Такие вот скромняги там не выживают. Вот и Скифа. Спасли в последний момент. Хорошо, что рядом появились волонтеры Татьяна, Игорь и работник отлова. Бедная. Все ухо разодрано. Ой, кошмар. Кровь льется прямо. Разорвано ухо полностью у собаки. Моя ты лапа. Моя ты хорошая. Ты мой хороший, ты мой маленький, все разорвали ему. И лапу посмотри, пожалуйста, ему. А? Мальчик же, да? Повезли на передержку к Игорю. Ожидание пассажира. Самолет. Москва. Снова передержка. Пиар. Прививки. Кастрация. А за короткими фразами истории хвостиков стоит нелегкий труд волонтеров. Ежедневное нервное напряжение и решение возникающих проблем. Ваша помощь, друзья, помогает преодолевать многие препятствия. Помогайте, прошу вас, чтобы таких счастливых историй было как можно больше, друзья. Вот приехал наш Скиф. Наконец-то мы его дождались. Наш Ухач. Ухач, Скиф. Все, там уже зажило у нас немножечко, да? Зажило, но еще продолжим. Продолжим ранки еще смазывать, тебе лечить. Какой же ты золотой, какие у тебя лапы солидные. Ты такой большой, безобидный. Ты позволил... Не выспался? Ой, какой. Какие уши, боже мой, боже. Да ты вообще внушительный парень, а? И говорят, что ты очень-очень добрый. Ты самый добрый мальчишка в мире, да? Ну, я надеюсь. Мы с тобой подружимся. Подружимся, мой сладкий. Машина за нами подъехала. Переноски большие, семерки. Поэтому машину вызвали тоже большую. Роман, давай это самое туда подкатим. Поближе, да ведь? Давай, подкатываем тогда поближе. Одновременно невозможно. Оп. Не поместится. Ой. А, вертикально пытаемся, да? Скифушка, терпи, малыш, терпи. И вот нашего мальчика наконец-то выбрала семья. Сейчас наш Скиф живет в Германии, в замечательной семье, где его любят и о нем заботятся. Пожелаем всем счастья. Счастья нашему малышу, долгих ему лет жизни и счастья этим добрым людям, которые приютили нашего малыша.
Собачуля Роза, Розочка. Мы спасали ее зимой, когда были лютые морозы. Она сидела на цепи в ППЖ и очень просилась к человеку. Вставала на 2 ноги, лишь бы прикоснуться к человеку. Она была активной, жизнерадостной, веселой. И видно было, что жизнь ее еще не потрепала. Мне так захотелось, чтобы она осталась такой же жизнерадостной и не познала жестокость и скитания. Когда собаку не спасаешь сразу, то через 2-3 месяца видишь ее раненой, сбитой, поникшей, хромой. Из улыбчивых в детстве они превращаются в жалких, забитых, поникших, со шрамами, покусами. Мне так хотелось подарить этой девчушке счастливую жизнь. Мне так хотелось ее спасти. Вот торкнула она меня. И мы ее забрали. Потом была Москва, передержка, поиск семьи. И вот, наконец, она в семье, чему я беспредельно рада. Пусть будет счастлива. Пожелаем ей счастья и долгих лет жизни.